Уже на следующей неделе с 21 октября в Коми начнет действовать особый пропускной режим. На культурные и спортивные мероприятия можно будет попасть только с помощью QR-кодов, подтверждающих, что человек привит. Причиной всему напряженная эпидемиологическая обстановка. Каждый день в регионе заболевают ковидом в среднем 250 человек. В Коми закрыты на карантин детский сад, 2 школы и техникум. Как будет работать QR-код, знает Наталья Юрина. Обстановка накаляется не только в Коми, но и во всей России. Ежедневно в статистике фиксируют антирекорды. В стране провакцинировалось треть населения. В Коми показатель тот же. По мнению врачей, улучшить ситуацию сможет только коллективный иммунитет. Сейчас по республике курсирует дельта-штамм, который вытеснил остальные варианты. Индийский мутант опаснее и агрессивнее своих предшественников. Более тяжелое течение, и не всегда в первую очередь это повреждение легочной ткани. К сожалению, у пожилых людей это чаще всего на первое место сейчас выходит повреждение сосудов головного мозга, да, когда они как раз нарушается сознание, начинают теряться в пространстве, во времени, и в первую очередь все думают, что это нарушение мозгового кровообращения. Отчасти это да, это связано с поражением как раз сосудов головного мозга. У детей это развитие мультисистемного повреждения. Штамм Дельта повысил госпитализацию детей в разы. В Роспотребнадзоре пристально следят за эпидобстановкой в школах и садах. В случаях подтверждения диагноза у одного ребенка класс и группу закрывают. Если в учреждениях зафиксировано несколько случаев, специалисты ведомства проводят проверку, смотрят на соблюдение мер безопасности. При регистрации случаев, особенно множественных случаев в образовательном детском учреждении, осуществляется выход специалистов управления Роспотребнадзора для оценки ситуации непосредственно на месте. И в связи с этим уже, если множество классов, если, значит, не создаются какие-то или нарушаются какие-то противоэпидемические меры, применяется уже мера по закрытию всего образовательного учреждения. На карантине в Коми по ковиду 4 учреждения. Сыктывкарский техникум, детский сад в Каткиросе и 2 школы. 36-я Сыктывкара и в поселке Первомайском Сысольского района. В профильном ведомстве отмечают, что ситуацию держат на контроле. О всеобщем переходе на дистанционный режим обучения пока речи не идет. Наша задача для того, чтобы дети у нас посещали образовательные организации, для этого мы, безусловно, усиливаем все меры, связанные с профилактикой, с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, любых вирусных заболеваний. У нас усилены меры, связанные с термометрией, с утренним фильтром, дополнительная обработка помещений. На этой неделе в Коми обе школы ушли на дистант из-за предписания Роспотребнадзора. Школьники грызть гранит науки на дому будут до особого распоряжения. На сегодняшний день в школе есть все условия для того, чтобы этот образовательный процесс реализовывать в дистанционном формате. На сегодняшний день мы понимаем, что нужно уделять большое внимание занятости школьников, и мы прекрасно понимаем, что после в свободное время дети пойдут по торговым центрам. Вот для того, чтобы мы могли разобщать детей, для того, чтобы не допускать скопления в местах массового пребывания детей, мы на сегодняшний день организуем практику родительских патрулей. Патрулировать родители, педагоги и правоохранители будут по графику. В центре внимания такого надзора пришкольная территория и ближайшие торговые центры. Цель – не допустить скопления школьников, которые в это время должны находиться на карантине дома. Регулировать массовость мероприятий в республике будут QR-коды. Новшество касается культурных и массовых мероприятий. QR-код в Коми станет цифровым пропуском во всем мире – это неотъемлемая реальность. Золотой ключик для посещения ресторанов и кафе, путешествий, а также массовых мероприятий. Получить QR-код можно 3 способами: переболев ковидом, сделав прививку, сдав ПЦР-тест. Срок действия этого штрих-кода зависит от того, что он подтверждает. 1 год – вакцинацию, полгода – перенесенное заболевание, в течение 72 часов – ПЦР-тест. У QR-кода есть 2 версии. Самая простая и удобная – электронная. Ее можно получить через приложение госуслуги. Зарегистрироваться там, активизировать учетную запись, в уведомлениях найти штрих-код. Есть второй вариант. Если по какой-либо причине нет мобильного телефона или интернета, можно обратиться в ближайший офис МФЦ. Там вам помогут разобраться с учеткой на госуслугах, а также распечатать штрих-код.
После прохождения полного курса вакцинации из Федерального реестра вакцинированных в автоматическом режиме QR-код попадает в личный кабинет на госуслугах. Сами сертификаты в МФЦ не дают, только помогают с печатью. Как правило, на госуслугах штрих-код не отображается по 3 причинам. Неподтвержденная учетная запись, некорректные данные, после прививки прошло мало времени. В первом случае мы можем помочь и учетную запись портала госуслуг создать и подтвердить здесь же в МФЦ, да. В третьем случае придется немножко подождать, пока медицинская организация внесет. Ну, а во втором случае на портале госуслуг есть специальная форма для обращения граждан. То есть, если данные внесены неправильно и какое-то долгое время уже информация не поступает, можно направить обращение через эту специальную форму. QR-код при входе на культурно-развлекательное мероприятие требует в 26 регионах страны. В Коми по-прежнему под запретом культурно-массовые мероприятия. Кинозалы, театры, концерты работают при условии заполнения только половины зала. С 21 октября аншлагом быть. Однако у всех зрителей должны быть QR-коды. Можно обойтись и без них и работать в прежнем режиме на 50% зала. Сейчас, да, это нововведение буквально только принято нашим оперативным штабом. Сейчас это в стадии, как сказать, действительно нового такого введения. Вот. Пытаемся сейчас мы и с театрами, и с концертными организациями ввести это в работу. Но я думаю, что не возникнет у нас проблем с QR-кодами. Я думаю, потихоньку также у нас наши зрители к этому привыкнут, и не будет у нас проблем для посещения наших культурных учреждений. Организаторам спортивных мероприятий также предстоит сделать выбор – забитые трибуны или рассадку через одного. В любом случае спортсмены без поддержки не останутся. Такая мера позволит не только регулировать поток, но и выиграть время для покупки необходимого оборудования. Сама идея, на мой взгляд, неплохая, потому что при посещении больших каких-то мероприятий я буду понимать, что там относительно безопасно. И по сравнению с российской, может, системой, достаточно лояльно, потому что не все объекты, даже наш объект, сможет приобрести в короткий срок аппаратуру, которая будет считывать эти QR-коды. Соответственно, у нас есть выбор, и мы можем работать в штатном режиме. Новшество в Коми заведение общепита не затрагивает, за исключением мероприятий клубного типа. При этом бизнес региона считает, что введение QR-кодов – возможность для предпринимателей работать на полную мощность. Эта мера не является дополнительным ограничением, а является возможностью для предпринимателя по, несоблюдению введенных ранее ограничений. То есть, если раньше, например, предприниматели должны были соблюдать ковидную рассадку 50%, то теперь, проверяя у людей QR-коды, они, соответственно, смогут заполнить все 100% своих площадей. Вроде бы это безобидная и даже, может быть, кому-то покажется полезная мера. Однако мы сторонниками этой меры не являемся, поскольку этот путь по QR-кодизации населения, по разделению населения на привитых и непривитых, и, соответственно, ограничение свобод непривитых, является, по нашему убеждению, неправильным. В любом случае, введение QR-кодов – мера необходимая и повсеместная. После Коми в ноябре QR-коды заработают еще в 7 регионах страны. По мнению специалистов, новшество обезопасит людей, находящихся в одном помещении, и поспособствует увеличению темпа вакцинации.